Всем привет! Сидим на ЖД вокзале в Субботице. На таком поезде поедем сегодня в Сенту, прогуляемся. Здесь рядом с мэрией в Сенте есть фонтан, такой мини-парк. Также есть велосипеды на прокат. Гимназия в Сенте такая есть. Градусник показывает, какая температура. 29 градусов. Очень даже современный. Такое здание красивое. Это все находится рядом, в центре, то есть туда, если прямо смотреть, там мэрия. Здесь церковь. В общем, Сента — это довольно-таки маленький городок. Центр гораздо меньше, чем в Самборе или в Сомборе, где мы были.
все гораздо компактнее. Сейчас, кстати, выйдем к реке. Тут она рядом с центром. Там, возможно, спортивный комплекс. Но утверждать не будем. Здесь такая улочка. Небольшая. Но опять же таки все зеленое. Но деревья не такие, как в Сомборе. Здесь больше разных видов деревьев. Даже цветы здесь разнообразные. Подошли поближе к мосту, и тут обнаружили такой интересный памятник кому-то. Такой товарищ, скорее всего, это памятник рыбака. (1216). Люди загорают, другие катаются на лодке. И есть здесь еще торговый центр. Супер идея.
здание с такими статуями. С лепниной красивой. И это что-то связано с церковью. Продовольственный рынок здесь еще, вот видите, овощи, фрукты продают. И это все находится рядом с мэрией, то есть за мэрию заходите с задней стороны. И здесь будет рыночек. Сидим сейчас в такой пекаре в Сенте, называется Пекара Европа. Пьем такой морсик и с такой пита, да? И едим питу с крампиром. Славик уже все съел, выпил. В общем, интересная такая пекара. И что мы заметили в Сенте? Тут, наверное, 80% венгров живут. Потому что мы везде слышим, вот здесь речь чисто венгерская, сербская не слышали. В магазинах, где мы заходили, тоже венгерская речь. Причем массово. Не то, что там 50%, нет, там все венгры. В общем, наверное, Сента это чисто в основном венгерский город, потому что венгров тут очень много. Идем сейчас из центра Сенты на ЖД вокзал. Уже нагулялись. Сейчас придем, заснимем, что она из себя представляет. А тут частный сектор. Сейчас мы немножко поснимаем, покажем вам, как выглядит. Такие кустики интересные, красивые, в виде пальмы напоминает. Такая улица. Зеленый город тоже, Сента. Все в деревьях, нету таких улиц, где бы вообще не было деревьев. Все абсолютно в деревьях, деревья разные, конечно. И тополя тут, и вишни, и абрикосы, и что хочешь растет на улице. Прямо так вот идешь, и можно брать и есть. Магазины тут, продовольственную технику продают тоже. Школы есть, посмотрели, детский сад. Такое продают здесь. Каждая улица зеленая, абсолютно каждая. Есть, конечно, такие здания заброшенные, старые, но я думаю, они везде есть. Вот так приятный городок. Еще что заметили, здесь в Сенте нет русскоговорящих, вообще никого не слышали, чтобы кто-то говорил по-русски. То есть венгров много, сербов. Вот сколько мы ходили, очень мало сербского языка было слышно. Ну, тут они, конечно, живут, но мне кажется, как-то так по ощущениям, что венгров тут все-таки больше проживает. Ну, по крайней мере, в тех местах, где мы были, встречались именно почему-то венгры. Здесь даже что-то играет на скрипке. Да, какое-то. Вот это то ли школа, то ли детский сад. Ну, смотрите. Такое представление мини. Ребята играют. На скрипке тоже. Молодцы, браво!
Ну, послушать интересно. Смотрят, как я их снимаю. Ладно. Идем дальше в сторону вокзала. ЖД вокзала. Вот такая территория. Деревья такие. Высокие, их много, зеленые. То есть не один-два дерева, а тут все засажено также. Но в сравнении с Самбором Сента не такая зеленая. Как бы деревьев много, но они, знаете, не такие раскидистые и не так густо насажены. Вот, но тоже приятный городок. И русских фактически нету. Русских очень много в Субботице. Вот прям очень много. Особенно в выходные, когда выходишь в субботу, там, не знаю, там, по-моему, гуляют одни русские. Серого так по минимуму. Вот, кстати, Пекара. Пекара в Сербии это очень интересный такой вкусный магазин. То есть здесь выпечка всегда вкусная. Ну да, проходили, но сейчас, да, вроде как сюда поворачиваем. В общем, ищем дорогу на ЖД вокзал, потому что мы что-то как-то не запомнили. Ну как, вы шли другой дорогой, а тут вышли обратно, идем обратно другой дорогой. Ну, думаю, сейчас придем куда-то. У нас по части путеводителя Славик выступает. Вот тоже зеленая дорога. Там даже петухи, куры кричат. То есть собственное хозяйство держат, молодцы сербы. А может быть венгры. Городок такой с многоэтажками, мы тут особо их не заметили. То есть если в Субботице есть прям район Прозевка, там многоэтажки. Там в Сомборе тоже есть многоэтажки. Там 5-6-этажки. Вот. Здесь мы как-то по центру погуляли, походили, посмотрели. Ну, 1-2. Как-то, не знаю, не увидели мы многоэтажечек. В основном частный сектор. Причем в центре частный сектор. Вот буквально от центра отходишь и бац, сразу частный сектор. Вот. Но город хороший, красивый, тихий. И тут, кстати, что тоже хочется сказать, оставляют велосипеды не привязаны, ничего абсолютно, на улице никого. Оставили велосипед и все. И никем он не присматривается. Я думаю, блин. Да, ворон нет. И я думаю, все-таки как здесь люди живут на доверии, то есть здесь нет такого, что там воровство, там все такое. Субботица, в принципе, тоже как-то это. Но в Субботице есть цыгане, а вот здесь цыган мы тоже не заметили. Вот целый день ходим. Ну как, не целый день, но почти. Вот здесь как-то цыган мы не увидели ни на рынке, ни по городу, ни в магазинах, нигде. В Субботице они есть, но они есть цыгане такие, как культурного, что ли, сословия. А есть цыгане низкорослые, вот они, кстати, нехорошие товарищи, потому что могут нехорошие вещи совершать. Вот, кстати, ЖД вокзал, железничка, станция. А вот это ресторан. Хороший такой, с красивым интерьером ресторан. Да, потом когда-нибудь зайдем. А вот это железная станция. Железнодорожная имеется в виду. Не просто железная. Что говоришь? На, скажи, что ты там говоришь? Да я говорю, разметку вот эту сделали. Тут вот смотрю, сегодня целый день разметку делали вот это на вокзале, у ратуши, пешеходные. Ну, короче, сегодня во всем городе за один день всю разметку нарисовали. Да, еще что хочется отметить по поводу Сенты города. Вот в сравнении с Субботицей вот есть много велодорожек.
то есть Субботица, она очень хорошо приспособлена для велосипедистов. Самбор, как бы там есть, но поменьше, то есть в меньшей степени. Ага, поезда нету, ну ладно. Да, а вот в Сенте как-то тут печалька с этим. Хотя здесь люди пешком ходят, мы только в центре заметили, а вот чуть в стороне тут все ездят на велосипедах и на электровелосипедах. То есть такие велосипеды как бы большеколесные, но они с электромотором. Вот, но дорожек для велосипедистов мы тут вообще не заметили. Не знаю, я не увидела. А вот где было? Разграничение. Ну там очень мало, да. Мало. Ну, в центре, опять же таки. В центре. А вот за центром, ну, где частный сектор, здесь нет. Здесь все ездят по дороге. Вот такой поезд тут стоит грузовой. Смотри, какой он длинный. Что-то тут такое. Техническое. Ну да, вагоны стоят. Что-то такое техническое. Вот такой вокзал. Тут даже есть питьевой кран. Не знаю, для рук это, для ног, или попить, или умыться. В общем, такой кранчик есть. Сейчас проверим, есть вода или нету. Что здесь у нас течет, не течет? Очень даже течет. С распылителем. С разбрызгивателем, точнее, вот такой кранчик. Так. Тут, в принципе, набрать можно, наверное, попить, но мы тут воду не пили, кстати. Вот если в Субботице в городских этих кранах можно пить воду, там в Субботице вообще стоит очень хорошее очистительное сооружение, которое современное там какое-то, да, Слав? Ну да, в общем, хорошо чистит воду, и там воду в городе можно пить во всех этих общественных фонтанчиках. То здесь Славик вот мыл руки, говорит, что вода не особо чистая, и воду он не пил. Не рискнул, да. Хотя вот видите, здесь велосипед стоит привязан. Это же все-таки вокзал ЖД. Вот. Да, кстати, тоже вот ехали из Субботицы в Сенту, и человек ехал без велосипеда на поезде. Из Субботицы, да, приехал в Сенту, открутил, видимо, свой велосипед, и, думаю, сел и поехал. Ну, то есть так. Да. Очень даже хорошая идея. Так, имея свой велик в каком-нибудь городе, чтобы его никто не спер, не украл, конечно. Но здесь странно, как-то нигде нет присесть. То есть в Самборе были лавочки, а здесь так стоишь и все. Ну ладно. Вот. Так что ждем наш поезд. Да, будем ехать домой в Субботицу. Вот есть такие расписания поезда, идущего из Субботицы. Видите, сверху Субботица. Да, как идет, куда идет, во сколько. Вот. Это обратно. Такие данные. Кому надо, там на паузу поставите, посмотрите. А это обратно уже в Субботицу. Вот, мы сейчас поедем вот Сента. Вот это. И такая еще вещь, что если думаете взять билет на ЖД вокзале, да, вот что в Самборе, что здесь, да, в Сенте, то есть проходящее, не надейтесь на это, берите в поезде в самом, то есть билет оплачивается именно в поезде, потому что здесь, да, здесь билетеров кассы нету, вот, не знаю, как-то так. Тут есть контролер. Да, контролеры есть, провожатые, так сказать, тоже есть, а вот билетеров почему-то здесь нет. Едем из Сенты в Субботицу. Поезд опоздал всего на час. То есть, в Самбор мы когда с Самбора ездили в Субботицу, там на 1,5 часа опоздал поезд, но тут всего на час. Так что все нормально.